Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает итоговый выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. В Совете Федерации предлагают новые меры поддержки молодых специалистов на Дальнем Востоке. Более 50 миллионов рублей полагались на жилье детям-сиротам в Нерюнгринском районе. Удалось ли освоить средства? Для младших классов российских школ станет обязательным горячее питание. Расскажем, как дела обстоят в нашей республике. Жители аварийного дома кричат о помощи. Что стало причиной обращения в нашу редакцию? Первая смерть от пневмонии нового типа недалеко от границы с Россией. Последние сводки о распространении коронавируса. И год памяти и славы стартует по всей республике. Расскажем о юбилейных мероприятиях в Алданском районе. Молодым профессионалам предлагают давать льготную ипотеку на Дальнем Востоке. Письмо с таким предложением Комитет Совета Федерации по экономической политике направляет председателю правительства Михаилу Мишустину. Сенаторы провели серьезный мониторинг реализации госпрограммы, и на основании этого предлагается внести соответствующие изменения. Так, в письме указана необходимость предусмотреть для молодых специалистов, которые переезжают работать на Дальний Восток, льготные жилищные кредиты под 2% годовых. Также предлагают выдавать дальневосточный гектар на территориях опережающего развития. Тем временем законопроект о праве детей на жилье при разводе родителей принят Госдумой России в третьем окончательном чтении. В соответствии с действующим законодательством, а точнее со статьей 86 Семейного кодекса, суд может привлечь каждого из родителей к оплате дополнительных расходов. Такие суммы выплачиваются сверх алиментов, но это происходит только при наличии болезни или увечья несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего. Как пишут авторы документа, новый законопроект позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем, без исключающих обстоятельств. Между тем, госзакупка недвижимости для детей-сирот с прошлого года проводится в форме электронных торгов. Какие сложности возникли в связи с изменением процедуры и сколько сегодня человек на очереди в Нерюнгринском районе, рассказывает Екатерина Павлова. На обеспечение жильем детей-сирот в Нерюнгринском районе в 2019 году было выделено 55 миллионов рублей. Но с мая по сентябрь квартиры не приобретались. Одна из проблем – стоимость 1 квадратного метра жилья, установленная Министерством строительства, была значительно ниже рыночной, из-за чего собственники жилья не заявлялись на аукционы. Помимо этого имели сложности нормативного и организационного характера. В электронных торгах участвуют физические лица. Это те люди, которые хотят продать квартиры. В основном это пожилые люди. И, естественно, сталкиваясь с пониманием процедуры торгов. Однако эти затруднения, ряд затруднений были преодолены постоянной работой, контактом специалистов органов системы опеки и попечительства. Несмотря на все сложности, в 2019 году было приобретено в собственность администрации 29 однокомнатных квартир в домах каменной застройки. В канун Нового года долгожданную квартиру получила и 19-летняя Марина Махтай. Очередь поставили на 19-й год, и вот прям с января месяца я ходила, все спрашивала, узнавала, и вот до декабря получается. Тут, в принципе, неплохо. Вот так все нравится, все устраивает. Правда, холодно. Светлана Костина воспитывалась в Чульманском детском доме и привыкла к этим местам, поэтому обозначила свое желание получить квартиру именно в этом районе. Сегодня девушка справила новоселье в уютной, теплой квартире. С условиями все хорошо, все есть, там некоторые нюансы есть, что там микроволновка, там такое, остальное все есть. В 2020 году Нерюнгринская районная администрация планирует приобрести 34 квартиры для детей-сирот. 30 – это те граждане, право на обеспечение жильем которых наступило в текущем году, и 4 человека, не обеспеченных в 2019. Отдел опеки уже ведет свою работу. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Захар Головин, Нерюнгри. Глава Якутии заслушал доклад об итогах деятельности компании «Селигдар» за 2019 год. Промышленный сезон завершился с абсолютным рекордом по добыче золота – 6 тонн 600 килограммов. Выручка холдинга составила более 19,5 миллиардов рублей, что на 38% больше, чем в 2018. Компания осваивает месторождения в дальневосточных регионах – Хабаровском крае, Бурятии, Алтае и в Якутии.
В юбилейном промсезоне в этом году Селекдар отметит 45-летие со дня основания и приступит к строительству крупной автоматизированной фабрики в Алданском районе. Также Селекдар начнет подготовку к подписанию международного цианидного кодекса. Мы запускаем для нас крайне важный объект. Мы возвращаем к активной эксплуатации месторождения Самолазовское. Там объект инновационный, такого в России объекта еще нет. Где-то это 3-4 года научной работы, опытов, которые позволяют говорить, что вот с помощью технологий обжига руды и биоощелачивания золота мы можем дать республике еще примерно тонну золота. Компания «Ростелеком» ввела безлимитные тарифные планы в Среднеколымске. Ранее жителям были доступны только тарифы с платой за каждый использованный мегабайт внешнего трафика. Для запуска безлимитных тарифов «Ростелеком» проанализировал мониторинг загруженности каналов и провел переговоры с операторами спутниковой связи. В результате стороны договорились расширить спутниковый канал связи в направлении Среднеколымска, увеличив его пропускную способность в 10 раз. Власти Якутии рассчитывают получить в следующем году федеральную субсидию в размере 300 миллионов рублей на поддержку талантливых детей. Об этом рассказал министр образования и науки региона Владимир Егоров. Он добавил, что работа будет вестись на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей по методике Федерального фонда «Талант и успех». По словам министра, в этом году будет построен учебно-лабораторный комплекс Малой академии наук региона. Откроется международная арктическая школа. Также для младших классов российских школ станет обязательным горячее питание. Кроме этого, в законодательстве появится такое понятие, как здоровое питание и качество пищевой продукции. Чем же предлагают кормить детей в школах и что из себя представляет то самое здоровое питание, рассказывает Ульяна Шагина. В столичной школе номер 5 начался обед для второй смены младшеклассников. Меню разнообразное. Дети здесь точно не остаются голодными. Гречка, котлеты мясные, рыбные, куриная голень, салаты разного вида, компот и хлеб. Готовит еду прямо в школьной столовой. Организацию питания обеспечивает предприятие «Школьное питание», которое старается ежедневно разнообразить меню. Каждый день разнообразное меню, абсолютно каждый день меняется, повтора нет. Все получают горячее питание. В Якутии горячим питанием в школах обеспечены 98% детей, при этом начальные классы, в которых более 60 тысяч учащихся, обеспечены им полностью. В среднем по России эта цифра составляет 63%. При этом теперь будет учитываться и качество продуктов. Главная теперь наша задача в том, чтобы подготовить наше технологическое оборудование таким образом, чтобы обеспечение питанием школьников было действительно полноценным. Прекрасная поддержка, замечательная. Для очень многих родителей и детей. Это супер хорошее дело. Я считаю, что хорошо, конечно. Но если бы это выполняли, то все качественно. Главная задача законопроекта – ограничить детей от потребления булочек, пирожков, сосисок в тесте. Принципиально новых блюд не будет. Все те же любимые гречка с котлетой, рис, макароны, курица и многое другое. Только теперь будет вестись учет калорий. Там нужны такие специалисты, которые диетологи, которые повара такие. Все они должны составить меню. Но у нас в районе нет таких диетологов, поэтому пока мы не можем сегодня иметь единый такой меню. Между тем, резиденты Якутского IT-парка совместно с региональным научно-внедренческим центром оздоровительного питания разработали рекомендованное меню специально для якутских школьников. Сегодня этот проект проходит апробацию в одной из вилюйских школ. Затем, как считают разработчики, его вполне можно внедрить и по всей республике. Жеребятина, оленина, ягоды, витаминизированные напитки и так далее. В блюдах, которые подают сейчас, там, можно сказать, калорийность недостаточно. Да? То есть там белки, жиры, углеводы, витамины, да, они недостаточно для нашего климата. А вот здесь все выверено именно для, так скажем, для нас, да, кто живет в Республике Саха-Якутия. В якутских школах пока бесплатно питаются только дети из многодетных и малообеспеченных семей. Средняя цена одноразового питания на одного ученика в регионе составляет более 70 рублей. Если закон вступит в силу, якутские школьники будут обеспечены не только бесплатным, но и качественным питанием. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск.
Благотворительная акция в помощь больной 4-летней девочке Евы Васильевой прошла накануне в одном из ресторанов Якутска. В чем заключалась суть акции и сколько средств удалось собрать, узнавала Сусанна Рожина. Именитые спортсмены, телеведущие, добровольцы, чиновники и бизнесмены. Отрадно, что многие известные люди не остались равнодушны и помогли родным маленькой Евы собрать деньги на дорогостоящее лечение в Москве. Мы посвятили это мероприятие маленькой девочке, 4-летней Еве Васильевой. Данная акция, она предполагает, что наши известные, наши гости республики, они будут участвовать в конкурсе «Лучший официант». Главная идея акции была в том, чтобы качественно обслужить посетителей ресторана и таким образом собрать побольше чаевых. Эта сумма и пошла на благотворительность. Для известных официантов были придуманы также различные конкурсы, с которыми, к слову сказать, справились практически все. Все понятно, ничего сложного нет. Записываешь заказ, относишь его регистрируют, потом по мере готовности блюда ты его приносишь. Ну, в принципе, ничего сложного нет. Всего было 7 конкурсантов, но по итогам голосования членов жюри определилась тройка лидеров. Телеведущая Анастасия Кобызева, спортсмен Николай Маттананов и депутат Илтумен Владимир Членов. В итоге победа досталась Николаю Маттананову. Он со всеми заданиями справился лучше всех и в итоговом голосовании также выиграл. Интересно, кстати, все очень быстро проходит. Например, что зачем идет мне. Мой привязанный профессиональный официант мне помогает, что зачем идет. И пошагово обслуживаем нашего клиента. По итогам вечера только за счет чаевых было собрано более 26 тысяч рублей. Кроме того, в помощь нуждающемуся ребенку пойдет и процент от дневной выручки ресторана. Сусанна Рожина, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас небольшой рекламный блок. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Жители аварийного дома кричат о помощи, что стало причиной обращения в нашу редакцию. Первая смерть от пневмонии нового типа недалеко от границы с Россией. Последние сводки о распространении коронавируса. И год памяти и славы стартует по всей республике. Расскажем о юбилейных мероприятиях в Алданском районе. Это итоги дня, и мы продолжаем. Первая смерть от пневмонии нового типа зафиксирована с граничащей с Россией провинции Суйхуа в Китае. Расстояние от населенного пункта до нашей страны 430 километров. Всего в провинции подтверждено 4 случая заболевания пневмонией нового типа. Количество подтвержденных в Китае случаев заражения новым типом коронавируса возросло до 830 человек. Число летальных исходов увеличилось до 25. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР. Невыносимые условия жизни заставили жителей одного из домов 17-го квартала в Якутске напрямую обратиться в нашу редакцию за помощью. Почему люди уже кричат о помощи, если пути решения их проблемы, расскажет Сусанна Рожина. Уже с улицы тянется зловонный запах фекалий. Все управляющие компании отказались содержать этот аварийный дом, который должен пойти под снос только в 2025 году. Людей топит содержимым их же канализационных труб. Мэрия никаких делов не делает, управляющая компания ничего не помогает. Даже вот смотрите, насос я купил на свои деньги, они даже не предоставляют ни насосов, нам ничего, так что у нас нет управляющей компании, некому за нами смотреть. Износ дома составляет 93%. Люди боятся, что до 2025 года дом не выдержит и рухнет. Большая часть здания уже давно пустует. Общежитие оккупировали асоциальные личности. А собственники жилья, которых здесь можно пересчитать по пальцам, уже не в силах содержать дом, терпеть подобное соседство и просто близки к отчаянию. Последнее слово скажу. Если начальники ничего не делают, пускай нам на улице выводят и расстреливают, чтобы людям не мучиться. Уважаемые граждане, про наши проблемы дома. Она даже мне вот просто ничего не ответила в Инстаграме. Ничего не сделала. И вот так вот мы вот постоянно мучаемся. Дети у нас мучаются, дышат таким этим запахом. Скоро точно, наверное, все провалится.
По словам главы строительного округа, к которому относится дом, в этом году предусмотрен ремонт нескольких жилых многоквартирок. Отопление, канализация, водоснабжение. Выехали, подключили жилкомсервис, и управа держит на контроле. Выехали, посмотрели, и сегодня в течение дня тоже будем наблюдать. И действительно, эти дома, ну как и в целом по кварталу, да, много проблемных домов, действительно они ветхие, аварийные. Несмотря на то, что дом ни одна управляющая компания не содержит, сразу после того, как жильцы обратились к нам, оперативно приехали представители управляющей компании «Юнион», «Жилкомсервис» и «Водоканала». Откачали канализацию, где был засор, и вода более-менее спала. Переморожено. Видишь, весь дом затопило. Весь дом затопило полностью. Сейчас зайдешь ко мне, посмотришь. Какое собрание? Я уже всех новых поставил. Сейчас я открою дверь. Поставили это, ни о чем не говорит. Ладно? Мы должны какие-то меры предпринимать. Ну вы же знаете наши проблемы. Ну, мы знаем ваши проблемы. Ну а почему не решаете эти проблемы? Мы не можем решить ваши проблемы. Мы не собственники вашего дома. Свободного муниципального жилья на данный момент у администрации города попросту нет. Собственникам предлагают продать свои квартиры, но только по невыгодной для них стоимости. А значит, людям снова придется приобретать ветхое жилье и бороться с теми же проблемами. Вот такой замкнутый круг. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск. Стоимость авиабилетов низкобюджетной авиакомпании «Победа» на региональные рейсы может вырасти из-за увеличения цен на топливо. Газета «Ведомости» сообщила, что «Победа» в январе резко повысила закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России. Если ранее доля зарубежного топлива у «Победы» составляла всего 3%, то в январе она подскочила до 11%, рассказали два близких к группе «Аэрофлота» источника. Представитель «Победы» подтвердила, что лоукостер значительно увеличил объемы закупаемого за рубежом топлива. Тем временем светофоры Мирного будут работать в новом режиме. В феврале перекресток улицы Советской и шоссе Кирова переведут на трехфазную модель. Это значит, что сначала поочередно движутся автомобили в двух направлениях, и только после остановки движения для всех автомобилей пешеходам разрешено переходить перекресток. Также изменения коснулись городского общественного транспорта. По всем маршрутам начали курсировать микроавтобусы. Цена билета 32 рубля. Та же, что и стоимость проезда на городском общественном транспорте. Ну, в принципе, конечно, удобнее, только для пешеходов, мне кажется, неудобно долго им ждать. Ну, пешеход вот сейчас у нас, ну, хорошо, зима была теплая, а будет минус 50, и будет он стоять вот эти режимы, пешеход ждать. Ну, просто, я думаю, это, ну, никчемное. Я в машине, мне тепло, меня всяко устраивает, меня по-любому устраивает. Пешеходу лишь бы было хорошо, и все. Сначала, наверное, будет это, ну, просто там как бы и ребятишки бегут, и вот это вот, наверное, ну, по крайней мере, нужна информация людям, чтобы предупреждали заранее, что какие-то вот такие изменения. Маленький промежуток. Машины долго ждешь, а пешеходная зона быстро проходит. Пробки увеличились, раньше не было. И пешеходы не успевают перебегать. Стало не очень удобно. Просто не везде светофоры такие по городу. Где-то есть, где-то нет. Путаешься иногда, привыкать приходится. О мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы, рассказали в Алданском районе. В числе них увековечение памяти погибших воинов на Смоленщине. О планах на 2020-й Татьяна Вахнина. Пусть будет мир на земле. Это главное пожелание ветеранов Великой Отечественной войны современникам. Сегодня в Алданском районе лишь 3 живых свидетелей тех лет, людей, прошедших огненными маршрутами войны. Ее лики даже спустя без малого 80 лет помнятся отчетливо. Рассказы ветеранов о годах, опаленных болью и горем, пронизаны невыплаканными слезами. На Байкал привезли в конце мая. И там я прошел. И все. И пошло 3,5 месяца, и распустили нас в роту. 30 на север, 30 на Балтику, 30 на Днепр. Была Днепровская флотилия тогда в войну.
2020 в России объявлен годом памяти и славы. В Якутии он пройдет под эгидой патриотизма. В Алданском районе год наступивший стал годом Великой Победы. В данном ключе будет реализовано множество проектов. В духовно-нравственных акциях традиционно принимают участие и дети, и взрослые. Алданцы воевали на всех фронтах на территории Советского Союза. В будущем память о погибших воинах будет увековечена на Смоленщине. Более 60 человек было именно в боях и под Ржевом от нашего района. И на сегодняшний момент мы знаем о 9 погибших на этой территории. Прошедшие войну алданцы сегодня окружены любовью и заботой близких, а гостей, приходящих поздравить с праздником, порой встречают со слезами. Слова благодарности и сердечные пожелания сил и здоровья для победителей становятся бесценными. В принципе, все проживают в достойных условиях, они проживают со своими семьями, скажем так, дополнительной какой-то заботы с нашей стороны, либо помощи, то есть не требуется. Но, конечно, мы всегда готовы прийти на помощь. Данный вопрос у нас, данная категория у нас на особом контроле. За годы войны из Алданского района на фронт ушли почти 12 тысяч человек. Домой вернулись не все. Более 4,5 тысяч воинов погибли или пропали без вести. 7 алданцев стали героями Советского Союза. В тылу тоже ковалась победа. В битве с тяготами, голодом и непосильной работой. И вклад алданцев в помощь Красной Армии оказался чрезвычайно весомым. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий, ну а мы с вами прощаемся. Всего доброго и до свидания.